В отчетном докладе по итогам работы за 2018 год директор Центра развития физической культуры и спорта детей и молодежи республики коснулся всех направлений деятельности ведомства. Сегодня Центр занимается физической подготовкой детей от дошкольного возраста до 18 лет с охватом студентов. Мы в год проводим более 60 мероприятий и контролируем их, чтобы они выполнялись на местах. Это что такое? Это вот классные, например, соревнования по футболу, по волейболу, по шашкам, по шахматам. Это президентские спортивные игры, это президентские состязания и это выполнение нормативов ГТО. Одной из основных задач Центра – это проведение мероприятий по приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» первых и пятых ступеней. Вот эта работа практически у нас в нашей республике, она проводится с 2016 года, практически только набирает обороты. Каждый год мы участвуем в федеральных соревнованиях по ГТО. Результаты скромные, но потихонечку она улучшается. Это самое главное, это охват. Мы должны охватить все районы муниципального образования нашей республики, то и делается. Учреждение вот уже много лет тесно сотрудничает с Центром подготовки спортивного резерва. Проводятся различные совместные мероприятия республиканского и всероссийского уровней. Шахматы всегда занимали такую особенную позицию. Что касаемо спорта, у нас есть соревновательный элемент, и шахматы считаются спортом. И также при этом шахматы считаются полезными для общего развития интеллектуальных способностей детей, и поэтому Министерством образования Российской даже Федерации принято решение внедрять шахматы в программу обучения, дополнительного обучения детей. И как раз-таки, так как данный центр при Министерстве образования, мы еще улучшаем наше сотрудничество, чтобы проводить соревнования школьных команд, мероприятий при школах по шахматам при участии данного центра. В 2019 году перед Центром поставлены новые задачи, которые должны успешно и продуктивно реализовываться. Наталья Колесова, Александр Сепцов. Новый день.